Какое будущее ждет Национальную палату Атамекен? Смогут ли предприниматели всей страны перезапустить, реорганизовать этот очень важный для бизнеса общественный институт? Какие есть проблемы, вызовы и как, самое главное, можно решить все это, мы поговорим в очередном выпуске Self-Made Stories. Обязательно досмотрите это видео до конца. Там мы постараемся разобрать проблемы Атамекена и указать на то, как эти проблемы можно решить. Нажмите на лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые актуальные видео. И это Азиза Шужеева и мой авторский YouTube канал. Так, ну что, прошел внеочередной съезд НПП Атамекен. Давайте вот подведем основные итоги этого съезда и потом дальше будем разбираться в тех проблемах, которые сегодня накопились у Национальной палаты предпринимательства. Как вы оцениваете результативность этого съезда? Ну, есть результаты, наверное, так скажем, есть общие для бизнеса, есть лично для меня. Да, я понимаю, может быть, многим этим не нравится, но я, допустим, результатами этого съезда доволен по одной простой причине, что все-таки произошла, так скажем, смена режима, скажем, да, в этой палате. Потому что 8 лет один человек управлял палатой, все ключевые решения принимал он, и, соответственно, что-либо изменить было практически невозможно. Сейчас такая возможность появилась. Но если говорить в целом, то как бы там ни было, что часть бизнеса говорила о том, что съезд законный, часть говорила съезд незаконный. Вначале делегаты съезда голосовали за открытие. Да, но если, как бы, скажем, только 4 воздержались, а остальные все проголосовали, что съезд нужно открывать, тем самым, так скажем, большинство делегатов, практически 100% делегатов, да, там, 98% делегатов проголосовали за то, что съезд нужно проводить, значит, он как бы законный. Хорошо, начался съезд. Самое важное, что после открытия все-таки обновили состав президиума. Были споры, были какие-то там недовольства, ну неважно. Суть в том, что съезд обновился. Президиум полностью обновился? Да, президиум обновился полностью, и самое главное, что избрали председателя президиума. То есть все, президиум есть, дальше можно уже принимать какие-то решения. Да? Соответственно, то есть есть легитимная люди, ответственные за дальнейшее принятие решений. Да, потому что это сдерживающий фактор. Без председателя президиума невозможно проводить съезд. Без президиума невозможно избирать и назначать членов правления. Поэтому все-таки президиум нужен был. Это было самое важное. После этого правление сложило полномочия перед новым президиумом. Соответственно, президиум удалился, они обсуждали, пришли и единогласно предложили кандидатуру Раимбека Баталова. Съезд проголосовал. Да, я согласен, что я не скажу, что единогласно, но, по крайней мере, можно сказать, 70%, ну где-то 65-70% проголосовало большинство за Раимбека Баталова. Да, он был избран. Также президиум принял решение о назначении исполняющим обязанности председателя правления Наримана Абельшейкова, бывшего первого заместителя, а на его место первым заместителем председателя правления назначили господина Кикимова. По остальным членам правления, ну, по крайней мере, на сегодняшний день я, честно говоря, не знаю, кто из них на работе, кто не на работе, но они сложили полномочия 18 числа. Это вот основное, наверное, ради чего нужен был съезд. Да? Понятно, что в дальнейшем обсуждались там вопросы трансформации, проблемные вопросы поднимались.
Люди высказывались, делегаты высказывались, гости высказывались тем, чем они недовольны, да, какие проблемы они хотели бы решить и так далее. Все эти вопросы, честно говоря, ну, они уже имели такой, можно сказать, рабочий характер, потому что проблемных вопросов было очень много, и, соответственно, главное, что они все приняты в работу, они будут прорабатываться. Есть вопросы, которые являются, так скажем, должны попасть в план работы правления, да, которые в ходе работы правления необходимо там решать, принимать какие-то решения, там обсуждать, может быть, находить альтернативные варианты этих решений. А самое важное — это организационные вопросы были, чтобы палата была дееспособной и была возможность принимать решения. Теперь вопрос стоит трансформации. Нет, подождите. До трансформации все-таки давайте какую-то жирную черту под вот этим вот, под 8 годами функционирования НПП Атамикен подведем. Не будем сейчас там совсем углубляться в детали. Давайте так, топ-5 каких-то достижений. Потому что у меня есть, например, то, что я считаю НПП Атамикен сделала за этот период. Ну, у меня есть свое личное мнение. Я думаю, что это все-таки же был коллективный труд, поэтому давайте топ, может быть, 3, чтобы сильно не уходить, что НПП Атамикен реально сделала, и как бы топ, ну, не знаю, 3-5 проблем системных, которые Национальная палата за 8 лет так и не смогла решить. Давайте начнем вот с результатов. Не знаю, 3 или 5, сколько вы накидаете? Ну, давайте скажем так, да, первое, самое важное, наверное, то надо начинать с того, что все-таки Атамикен создался, да. То есть это как бы объединить очень, предпринимателей, да, это очень сложно, проблемный да. вопрос, но все-таки закон принят и как бы организация создалась. Второе, что за 8 лет все-таки, если быть объективным, то есть определенная какая-то выработалась жизнеспособная структура, да, с учетом там территориальной разветвленности и так далее, и какой-то, вот, как сказать, ну, то есть живой организм состоялся, да, и он более-менее устаканился. Третье, самое важное, что все-таки все госорганы за эти 8 лет поняли, что палате надо прислушиваться, да, что ее позиция как бы может сильно повлиять на принятие решений. Вот это 3, наверное, основных. А уполномоченный, институт уполномоченного по правам предпринимателей? Я считаю, это тоже достижение. Ну, возможно. Ну, то есть этого же института не было. В целом для бизнеса, наверное, это имеет какую-то пользу, да. Я как бы не хочу обсуждать, честно говоря, данный вопрос, но я для себя пока там ничего хорошего не вижу. Но все равно институт я буду открыть. Да, такой, институт появился, он действительно, господин Журсунов чем-то занимается, я не знаю, я особо как бы не читаю то, что он пишет, чем он занимается, и я особо туда не вникаю, потому что сфера моей деятельности, она как-то особо с ним пока не пересекалась. Да, но в целом, конечно, одно то, что у него есть возможность, как бы, так скажем, на короткой ноге быть с органами власти, с главой государства, это, конечно, хорошо. Вопрос в том, как этот механизм работает, да, и что и как там происходит, я, честно говоря, не знаю, поэтому ни хорошего, ни плохого ничего говорить не буду. Хорошо. Я воздержусь. Хорошо. Это вот топ как бы 5, да? Того, ну, топ-3 я вот обозначил. Да, приняли закон, структура и организационное взаимодействие выработано, и госорганы начали все-таки обращать внимание на позицию НПП, потому что оно иногда является сдерживающим фактором для принятия решений госорганами. Хорошо. Топ-3 такой же аналогичных проблем системных, которые НПП так и не смог решить. Ну, давайте начну с основного. Это конфликт интересов. То есть это основная задача, которую НПП должна была решить. Она должна была вырабатывать консолидированную позицию бизнеса. Внутри НПП Атамикен конфликт интересов? Между кем и кем? Нет, между субъектами бизнеса. Понимаете, ну вот
недропользователь, квазигоссектор, да, они являются, и даже строители, они являются нашими заказчиками. Допустим, для обрабатывающей отрасли, да, я представляю обрабатывающую промышленность, поэтому они для нас наши заказчики, то есть это вечные оппоненты. И поэтому как бы находить, как сказать, конструктивный диалог, конечно, был, мы много чего обсуждали, но часто мы не находили какого-то взаимопонимания, и зачастую потом в законах принимались какие-то решения, какие-то там нормативно-правовых актов, которые больше устраивали тех же недропользователей, чем нас. Нет, ну я считаю, что вот самый главный конфликт интересов – это конфликт интересов между квазигоссектором и частным сектором. Потому что все-таки, что такое НПП Атамикен? Это административный, ну, как бы рычаг, ну, это рычаг для лоббирования каких-то интересов. У квазигос, у них так и так есть свой рычаг в виде государства. Зачем им еще нужно было пользоваться рычагом, как НПП Атамикен? Мне кажется, вот это вот самый глобальный конфликт. Как сказать, это такая больная заноза, которую вытащить невозможно, но которая ежесекундно о себе напоминает. Потому что если посмотреть внимательно статью 28 закона об НПП, то Нацпалата не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность своих членов. Все квазигоссектор, ну, представители квазигоссектора, являющиеся членами НПП, у них у большинства закупки регулируются локальными актами. То есть взять Самрукказна, у них получается внутренние правила. Да, есть какой-то общий закон, но совет директоров утверждает правила закупок. Значит, это внутренний локальный акт, и когда НПП вмешивается и говорит, у вас там кривые правила, то есть она говорит, у вас кривое управление, у вас в хозяйственной деятельности неправильные правила, они ущемляют нас, давайте их меняйте. Но это и есть прямое вмешательство в хозяйственную деятельность. Поэтому эту проблему решить, и сейчас надо думать, как ее решить. Ее так и не решили за 8 лет и не решат, если никто этим конкретно не займется. Потому что моя позиция была такая, что квазигоссектор не должен быть. Ну, то есть его надо просто исключить. Да, его нужно исключить, палаты. Потому что первое, либо их деятельность регулируется законами, ну и как минимум они подотчетны либо правительству, либо государственным органам центральным. Поэтому, соответственно, нести ответственность за их деятельность должны те государственные органы, которые ими управляют. И тогда, если они выйдут, они станут реально оппонентами, и палата сможет с ними оппонировать и говорить, нет, ребята, ваши действия ущемляют такие-то наши права и законные интересы. Давайте садиться за стол переговоров. Это будет правильно. Второй конфликт интересов – это, грубо говоря, крупные недропользователи, которые, как обычно, не хотят ничего покупать казахстанского. Ну, я этим вопросом занимался с 2009 года. Зарубежные, да? Да, долгое время, особенно, ну, взять у нас очень много там инвесторов иностранных, да, которые... Вот, кстати, хороший вопрос. Все-таки НПП Атамикен – это палата для любого бизнеса, вне зависимости от как бы происхождения инвестиций, да, от страны происхождения инвестиций, либо это чисто для отечественного бизнеса? Нет, это любой бизнес, зарегистрирован на территории Вот Казахстана. я и говорю, вот здесь вот формируется вот этот конфликт. Вы знаете, я так скажу, посадить кошку и мышку в одну банку и надеяться, что они договорятся, бессмысленно. Поэтому конфликт интересов есть, и как его будут решать, я не знаю. Либо нужно делать так, что если вот недропользователи и, допустим, обрабатывающие промышленность между собой не договариваются, нужно их обоих отправлять там в парламент, и пусть они там, каждый доказывает свою правду, и пусть господа депутаты, либо пусть госорганы принимают решения сами. Так как решения все равно, за все решения, которые принимаются на законодательном уровне, ответственность несут государственные органы, либо парламент. Не несет ответственность НПП. У НПП вообще нет ответственности. Вот это тоже одна из проблем. Перед кем? Перед Но своими у нее членами? нет ответственности вообще ни перед своими членами, ни перед государственными органами, ни перед кем. Понимаете, вот они, много там функций есть у НПП, но иногда исполнение, реализация этих функций, иногда бывает, что нарушают права некоторых субъектов бизнеса. Но ответственности так таковой нету.
Опять виновным становится бизнес, НПП практически у нас всегда остается святым. Об этом я неоднократно писал, говорил, но как бы всегда НПП выходит сухим из воды. Это вторая системная проблема. Третья. Да, ну вот конфликт интересов, Конфликт квазигоссектор. Мгм. Ну и третье, наверное, как сказать, я не знаю, это, наверное, непонимание людей, работающих в НПП, кто их работодатели. Они считают, что они вправе сами решать за бизнес и сами принимать решения. Там, Это же что-то непрозрачность принятия не решений. то, чтобы, я бы не сказал непрозрачность, я бы сказал вообще отсутствие понимания, как они принимают решения. Вот мы даем 20 ассоциаций, допустим, заключения. Мгм. Да, каждый дал. Они в итоге берут и принимают сами какое-то решение. Ну, они и принимают отправляют позицию. политическое решение. Это их проблема. Да, они, понятно. они работают на нас, а не мы на них. Мгм. Как это получается? Бизнес должен платить взносы и еще и работать за них, писать заключения, а они только будут выборочно кусками, блоками брать, ставить и отправлять. То есть они ничего не делают. Еще получается, мы просто-напросто на своем горбу будем тащить кого-то. Это неправильно. Они должны работать на бизнес. Они должны каждый раз обсуждать с бизнесом. Вот есть разные мнения. Давайте собираться, давайте решать. Давайте искать другое альтернативное решение, которое устроило бы всех. Но для этого нужно иметь компетенции. Мгм. Для этого я не знаю. Возможно, я слышал в регионах вообще, что там такие зарплаты мизерные, что там большая текучка, понятно, там кого они могут В нанять. региональной палате? Да. Поэтому нужно понимать, если бизнес хочет, чтобы в палате действительно были люди компетентные, Мгм. которые могут их на профессиональном уровне защищать их интересы, Мгм. соответственно, тогда должен быть жесткий квалификационный отбор туда этих людей, Мгм. ну и, соответственно, у них должна быть достойная зарплата. Не может сотрудник нормально работать, если целый день жена будет звонить и говорить, что детям нечего кушать. Ну, это же логично. Логично. Поэтому люди, если Но они он и не выбирают... будет лоббировать интересы Да, может этого быть, не нужно бизнеса. раздувать такой штат, это, Мгм. может быть, должна быть более компактная палата, но это должны быть профессионалы, которые знают свое дело, которые знают, чем занимаются, которые могут защитить интересы бизнеса, но они должны получать достойную зарплату. Да? Вот Но мы проблема, которую я хотел озвучить, она все-таки заключается в том, что они сами себя наделили правом правления Мгм. принимать решения за бизнес. Вот это проблема. У них нет такого права. Право есть у бизнеса решать, их задача только транслировать. А они в последнее время принимали самостоятельное решение, ссылаясь на что угодно, прикрываясь чем угодно, Мгм. важно принять свое решение. Обратите внимание на подпункт 3 пункта 1 статьи 4 закона. Там написано: палата не имеет права принимать решения, противоречащие внутренней и внешней политике государства. Все. На этом можно ставить жирную точку и говорить о том, что палата не имеет... Я читаю так: палата не имеет права возмущаться. Мгм. Но это неправильно. Там нужно поставить запятую и дописать: если такая политика не затрагивает права и законные интересы субъектов частного предпринимательства. Да, мы не вмешиваемся в вопросы обороны, там, конституционного строя и так далее, мы не имеем права. Но все вопросы, как бы ни касалось, внутренняя это или внешняя политика, но если она задевает интересы бизнеса, то власть должна с нами это обсуждать. Нет, И ну мы это вообще должны иметь какой-то- право да. принимать решения, согласны мы или нет. Но не должно быть такого: они приняли, мы совсем все согласны. Тогда отсутствует вообще смысл. Пока эту норму не поправят, получается, отсутствует смысл вообще существования палаты. И это серьезная проблема, этот вопрос наш союз поднимал. Мгм. В принципе, понимание было у той рабочей группы. Я надеюсь, что эту норму поменяют и что сама власть поддержит. Вот все, что касается бизнеса, мы имеем право принимать решения и, грубо говоря, выражать свою позицию конструктивно. Мгм. Власть должна это принимать, смотреть, обсуждать и принимать соответствующие решения. Согласна, не согласна, не согласна, обоснуйте. Вот это вот, я считаю, так, ключевые проблемы, которые есть. Да? А все остальное — это уже оргмоменты, которые решаются на уровне взаимодействия. Да? Это уже все локальные акты, которые можно себе разрабатывать. Вот теперь поговорим о трансформации. Там я смотрела съезд в онлайн-трансляции. Там была какая-то таблица, я так и что-то не разглядела ее на экране, в
котором перечислялись какие-то мероприятия касательно трансформации Национальной палаты. И Раймбек Баталов озвучил, что вот в течение там нескольких месяцев, 2-3 месяцев будет запущен вот этот процесс реформирования. Вот вы что бы предложили там тоже такие основные крупные мазки, что должны сейчас уже сделать для того, чтобы запустить этот процесс трансформации? Что? Первое, переписать закон. Что еще? Ну, знаете, Оргструктуру изменить. Исходя из того, что бизнес не может ждать, да, очень долго, пока организация, которая призвана защищать ее интересы, там зашевелится, что-то сделает. Поэтому я считаю, что решения должны приниматься оперативно. Первое. Нужно поменять закон. В законе есть пробелы. Я сейчас не хочу их обсуждать, Да, что да. говорить. Есть определенные правовые пробелы. Первое. Нужно срочно подготовить проект внесения изменений в закон о палате. Я бы, честно говоря, даже попросил бы, вышел бы на уровень администрации президента, чтобы этот закон зашел как приоритетный от главы государства в парламент. Чтобы его быстро приняли. Чтобы это позволит, во-первых, переизбрать заново президиум, потому что количество членов президиума требует оптимизации. 51 человек – это неповоротливый президиум. Согласна. То есть минимум в 3 раза нужно сократить. Я бы сократил, может быть, вообще до 11, до 9 человек. Да? То есть это должны быть не просто президиум, который пришел, что-то проголосовал, сказал, готовый материал. Это должны быть люди, которые должны работать. То есть люди, готовые на себя взять общественную нагрузку и тратить свое личное время на то, чтобы заставить организацию работать правильно. Второе, соответственно, после принятия, если мы принимаем закон, мы переизбираем президиум, выбираем нового председателя президиума, да, соответственно, назначаем правление. И вот как раз-таки после этого нужно начинать разрабатывать внутренние локальные акты, которые и обеспечивают принятие процедуры, принятие решений там внутри, да, процедуры взаимодействия межотраслевое, между комитетами, конфликт интересов, как они будут решаться, потому что либо есть вариант, что 2 комитета сами идут в госорган и отстаивают свои позиции, если невозможно вообще решить вопрос. Либо должна быть такая позиция, что если мы не находим решения, то мы должны писать позицию, просим сейчас ничего не принимать. Нужно дополнительное время, нужно обсуждать, искать новые пути. Потому что такую позицию, ну, то есть по данному вопросу решение консенсусное найти нельзя. Да? Это все нужно прорабатывать, но это уже, так скажем, в работе вместе с отраслевыми ассоциациями, с регпалатами и так далее нужно решать. А пока будет приниматься закон, необходимо подготовить проект устава в новой редакции. И вот принимается пока закон, пока он вступает в силу, готовится устав. Как только закон вступает в силу, собирается внеочередной съезд, порядок которого будет регламентирован уже в законе, и никто не будет ставить под сомнение, да? Где съезд должен будет утвердить этот устав. И только потом можно что-то конкретно будет менять. Пока мы живем в рамках действующего устава, действующего закона о палате, и мы особо сильно ничего изменить не сможем. Это вот основная проблема. Если брать концептуально, то я считаю, что палата должна, по президиуму я сказал, я считаю, что палата должна заниматься основой, это нормотворчество, да, то есть со всеми в парламенте представительства, там в госорганах и так далее. Это, наверное, макробизнес, да, вопросы, потому что они в большинстве своем, опять-таки, связаны только с нормотворчеством, да, либо проблемы непосредственно разрешительная система идет через центральные госорганы, да, там есть проблемы, которые надо решать, у среднего, у крупного бизнеса. Но акцент нужно делать на работу РПП, выстраивание работы РПП с акиматами. Потому что вся проблема бизнеса, она в регионах. То разрешения не дают, то по рекламе прицепились, то парковку запретят, то там лицензию не дают, то там акт ввода не дают, то там пожарники пришли, то эти пришли, там 5-й, 10-й. Это все решается в регионе. Поэтому нужно усилять
региональные палаты, они должны становиться, ну, повышать их компетентность, там, давать максимум возможностей, при этом центральный аппарат должен оказывать всемерную поддержку, чтобы РПП мог добиваться через местный исполнительный орган решения всех проблемных вопросов бизнеса. И, можно сказать, все проблемы МСБ как раз, наверное, в регионах и находятся. То есть работу нужно немножко разворачивать, потому что вот я больше работал с центральным аппаратом, я никогда не интересовался особо тем, что происходит в регионах, но я понимаю, что, по-моему, кроме Алматы, наверное, в других регионах как-то все было слабенько. Поэтому, наверное, эти направления, ну и самое главное, там я уже говорил, все зависит от того, как мы пропишем процедуры принятия решений внутри. От этого будет зависеть. Ну, я не хочу обсуждать ни членские взносы сейчас, ни обязательность членства и так далее. Ну, бизнес, в принципе, согласен быть обязательным членом этой палаты. Ну, хотят, пусть будут. Да? У меня бизнеса нет, мне абсолютно все равно. Я готов и работать так, взаимодействовать. Что касаемо членских взносов, ну, вопрос проблемный. По крайней мере, принято решение, что малый микробизнес освободить от членских взносов. Понятно, что нагрузка ложится на средний и крупный бизнес. Если еще и квазигоссектор уйдет, вы представляете, да, какая нагрузка ляжет, соответственно, нужно проводить оптимизацию. Нужно смотреть штатную численность, чем люди занимаются. Да, ну, я так скажу, чем несколько тысяч будет получать по 50 тысяч тенге, лучше пусть работает 1000 или 500 человек, получают гораздо больше, но выполняет работу не за 3000, а за 10 тысяч человек. Поэтому, мне кажется, это правильный подход. Какие решения примут, в любом случае это будет обсуждать бизнес. Да, насколько я знаю, у Раимбека Баталова есть свое видение. В большинстве мы своем, так скажем, ну, по крайней мере, наш союз его поддерживает. Но он озвучил свое видение, что он говорил? Но опять-таки, вот практически многие вещи, которые я озвучиваю, они, в принципе, были озвучены из уст Раимбека Баталова, нужно признать. Сокращение численности президиума, да. У него есть предложение переименовать президиум в совет. Наверное, это правильно, потому что действительно он больше выполняет функции совета директоров. То есть здесь мы с ним солидарны, мы его поддерживаем. Вопрос того, что нужно усилять работу региональных палат, да, взаимодействие с местным исполнительным органом, это тоже одна из его инициатив, которую озвучим, мы здесь тоже поддерживаем, это правильно. Нас больше интересует то, как будут формироваться комитеты отраслевые, как будут приниматься в них решения, как будут выдвигаться кандидаты, но это все работа центрального аппарата. Все это будет делаться в ходе обсуждений. И я думаю, что здесь, конечно, без отраслевых ассоциаций, тех же самых аккредитованных в центральном аппарате, принять решение будет сложно. Поэтому я понимаю, что, наверное, Раимбек Баталов сейчас будет проводить, наверное, какие-то там встречи, всех выслушает, а потом примет какое-то там для себя видение, он поймет, примет какие-то решения. Наверное, какая-то да, должна. выработает уже более-менее какую-то там оптимальную модель, которую, наверное, потом он предложит бизнесу для, так скажем, на общественный суд, да, чтобы бизнес посмотрел, может, внес еще дополнительно какие-то замечания, там, предложения, которые, возможно, будет обсудить там уже там на уровне, там, может быть, съезда, там, да, или, может быть, еще какую-то новую форму придумаем обсуждения. Но без бизнеса решить будет сложно, потому что, конечно, бенефициар бизнес, который, так скажем, нуждается, да, в тех же самых там функционально, то есть, как сказать, в услугах НПП нуждается бизнес, и поэтому бизнесу и говорить, что ему нужно. Есть куча проблем у малого бизнеса, у микробизнеса. Я думаю, там пласт работы большой. И как Раимбек Баталов примерно предполагает делить, да, что, допустим, 50% основа уходит там на проблемы МСБ, там может быть 30-40% на отраслевые вопросы и 10% там на макробизнес. Да. Ну, это все обсуждаемо, но примерный принцип, он понятен, потому что основная проблема, наверное, там. Для современного человека банк
это не только место для хранения своих денег или для получения кредитов. Для современного человека банк – это прежде всего надежный партнер, открытый к любым инновациям и к любым идеям и готовый прийти всегда на помощь. Таким партнером для меня является Forte Bank, потому что Forte Bank поддерживает любые творческие и креативные инициативы, поддерживает малый и средний бизнес, женское и молодежное предпринимательство. Я считаю, что каждый современный человек должен сделать правильный выбор. Информацию о продуктах Forte Bank вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Вы читали, наверное, мой пост, где я писала, что соленые огурцы не смогут стать свежими. Я к чему это? Я очень много коммуницировала вот именно с региональными палатами в разных регионах. И хочу сказать, что если в самом начале создания Национальной палаты их действительно возглавляли предприниматели, то где-то с 2017 года ситуация начала меняться. И вот снимают замакима, и он плавно пересаживается, становится руководителем региональной палаты в этом регионе. Вот он как был замом у акима, вот он таким же замом и остается. И получается, ни о каком отстаивании интересов бизнеса речи нету. Это первое. Второе, то, что вот сегодня вроде прошел съезд. Съезд был очень жарким, с обсуждениями. Вроде какие-то намеки на демократичное принятие решений стали появляться. Но мы видим, что опять новое правление – это опять-таки люди, государственные служащие, которые ни одного дня не проработали в бизнесе, не создали ни одного рабочего места. И вот эту боль и вообще всю проблематику они через себя не пропустили. И вот у меня такой вопрос. Вот неужели бизнес думает, что вот эти вот госчиновники, которые сейчас полностью сидят в НПП Атамекен, они смогут его реформировать? Вот вы как человек, который голосует, участвует в принятии решений. Неужели вы думаете, что вот чиновники придут и вам вашу палату отреформируют? Ну, давайте я скажу так. Исходя из действующего устава и действующего закона, который нас не устраивает, повлиять на назначение членов правления или на директоров регпалат мы сейчас не можем. Что касаемо регпалат, наше предложение, я думаю, что наверху услышали, да, тот же Раймбек Баталов и так далее. Я думаю, что он поддерживает такую идеологию. Во-первых, будут прозрачные выборы в регсоветы. То есть не будет, по крайней мере, Алмата постаралась так провести и более-менее выбрала провела более-менее прозрачные выборы и выбрала регсовет. Я бы не сказал, что там прям все единогласно голосуют за одно и то же решение. Да? Там разношерстные мнения, жаркие споры у них. Наш коллега делится, да, своими впечатлениями, поэтому я верю в то, что этот регсовет что-то там пытается делать. Да, конечно, наверное, есть люди, которые ничего не делают. Но я думаю, что вопрос будет решаться так, что как и президиум, так и регсоветы. В любом случае, люди, которые будут бездействовать и не будут принимать никакого активного участия в работе данных органов, то по ним будут приниматься соответствующие решения и их будут исключать. Будут избирать новых. Это будет новый подход. Хочешь работать, хочешь тратить свое время на общественные дела, действительно помочь бизнесу, пожалуйста, работай. Не хочешь, освободи место, не мешай, пусть придет тот, кто хочет этим заниматься. То есть принцип новый будет такой. Я уже говорил, нужно поменять законы, нужно поменять устав, чтобы начать все-таки это делать. Понимаете, пока, так скажем, буду говорить палата, да, пока палата по рукам и ногам связана, и она не сможет это сделать. Что касаемо директоров РПП, да, я думаю, что там тоже будет прозрачность и будет, наверное, директор, да, либо регсовет будет
сам выбирать кандидатуры, и это, наверное, будет не одна кандидатура, это, наверное, будет 2-3, чтобы было право выбора между кем и кем выбирать. То есть, когда безальтернативно одна кандидатура, понятно, люди голосуют, кто-то должен работать. А когда будет хотя бы 2 или 3 кандидатуры, но уже есть право выбора, Рексовет может заслушать этих людей и принять решение, нужен им такой директор в палате или не нужен. Да? И я думаю, что к этой демократии мы перейдем, и это нужно обязательно. То есть это нужно как кислород. Если это не сделать, то работать палата нормально не будет. То же самое, наверное, будет касаться и выдвижения членов президиума, нужно будет думать. Потом нужно будет думать о том, как выдвигаются делегаты съезда. Ну, не так, что по умолчанию, раз ты там, то ты там должен быть. Наверное, тоже должны смотреть. Да? Если люди куда-то идут, то это, можно сказать, сегмент, часть бизнеса доверяет этому человеку голосовать за принятие серьезных решений, что потом в итоге может повлиять на их дальнейшую судьбу или положение. Да? Поэтому здесь тоже нужно думать. По членам правления, есть у нас, наверное, и свое видение. Я не знаю, почему назначили там Кикимова, да, я не знаю, почему Наримана Абельшейкова назначили, потому что мы не участвуем в решении. Это, так скажем, исключительное право президиума обсуждать данный вопрос. Как они принимали решение, я не знаю. Нариман как минимум, он давно в структуре палаты, он работал в региональных палатах, да, долго. Потом он приехал в центральный аппарат. Здесь был первым замом. Он, по крайней мере, на переходный период уж точно знает, как должна работать палата. Она же не может сейчас взять, остановиться и не работать, пока не будет трансформации. Правильно? Кто-то должен сейчас работать. Поэтому я думаю, что по Нариману здесь все понятно. По Кикимову, лично сам не знаком, не могу сказать. Но, насколько я знаю, эта кандидатура продвигалась вроде как один из тех людей, который участвовал в пилотном проекте именно в Алмате по, так скажем, продвижению интересов малого и среднего бизнеса. Что были какие-то пилотные программы, что он оказывал содействие, участвовал в этом, и что вроде как у него есть понимание, как все-таки защитить интересы МСБ. Время покажет, не справится, значит, бизнес начнет возмущаться, и я думаю, под давлением бизнеса в любом случае он будет сменен. Но я хочу, чтобы вообще все члены правления будущие, и в том числе председатель, понимали, что время прошло, и навряд ли теперь бизнес будет молчать. Если что-то не будет устраивать в работе этих членов правления, то, соответственно, бизнес начнет поднимать волну и добиваться отставки. Я вообще думаю правильным, что как минимум курирующих членов правления нужно согласовывать с теми комитетами отраслевыми, которые он будет курировать. Вот тогда, наверное, это будет правильно. Но вы согласны с тем, что чиновники должны приходить и занимать руководящие посты в Национальной палате предпринимателей? Лично мое мнение, чиновники не должны приходить в палату, не занимать посты, не согласовывать что-либо с палатой. Чиновники должны заниматься своей работой, исполнять свои функциональные обязанности, принимать решения и нести за них ответственность. Вот чем должны заниматься чиновники. Бизнес должен ходить к чиновникам, предлагать, аргументировать, конструктивно вести диалог и доказывать свою правоту. Да, возможно, какие-то там открытые совещания, которые проходят на площадке палаты, но это удобно, потому что в госорганы попасть, телефон сдай, пропуск заранее получи и так далее, паспорт, вид на жительство есть, вообще не попадешь и так далее. Есть много проблем. Поэтому иногда какие-то совещания проходят на площадке палаты. Но даже если это на площадке палаты, организатором этих совещаний должна быть не палата, а госорган. Госорган должен слушать бизнес, а не госорганы слушать, приходить на площадку бизнеса, слушать и оправдываться за что-то. Госорган должен приходить и четко аргументировать. Мы хотим сделать вот это, потому что считаем так-то, так-то, так-то. А бизнес должен ему апеллировать, если он не согласен. Вот скажите, а вам не кажется, что бизнес сейчас, особенно в условиях пандемии, получил очень много привилегий, которые, сейчас вот на примере поясню, которые
в том числе ущемляют права конкретного человека и конкретного гражданина. То есть, если у нас по Конституции верховенство права гражданина, то на практике у нас сейчас складывается ситуация, что существует верховенство бизнеса над гражданином. Например, детские сады, бассейны, фитнес-центры. Сейчас вот многие объекты, субъекты малого и среднего бизнеса, они подпадают под мораторий на проведение каких-то проверок и так далее. Но санэпидемстанция сейчас не приходит, пожарники как бы не проверяют, но при этом сам бизнес не всегда ответственно относится к своим клиентам. В результате мы видим, что не соблюдаются санитарные нормы в фитнес-клубах, в детских садах не запускают, там очень сложно провести какой-то мониторинг, понять вообще, чем кормят детей. Ну, только когда кто-нибудь отравится, только после этого как бы поднимается шум. В других тоже объектах, куда, например, детские центры, какие-то кружки, то есть не всегда санитарные нормы противопожарной безопасности и другие соблюдаются. Но, пользуясь правом моратория и пользуясь вот таким как бы пострадавшим положением во время пандемии, бизнес не дает возможность гражданам отстаивать свои права. Вот как вы к этому относитесь? Ну, видите, здесь такой очень серьезный вопрос, да, то есть баланс интересов, есть интересы власти, есть интересы бизнеса, есть интересы потребителя, да, если мы говорим сейчас о гражданах. И здесь нужно искать какой-то баланс. Но бизнес вообще, по-хорошему, бизнес должен понять, если какой-то мораторий объявили, да, на какой-то период, что не будет проверок, это не значит, что в этот период бизнес будет делать, что хочет, да, и будет то же самое делать после моратория. Я не представляю, что будет после моратория, да, возможно, это будут тотальные проверки всех и вся, потому что нужно будет понимать, а все ли честно заплатили налоги там за этот период, еще что-то. Поэтому бизнес должен понимать, вот адекватный, нормальный, реальный бизнес, да, так скажем, добросовестный бизнес, он как ввел свой бизнес до объявления моратория, так и будет вести во время моратория. А может быть, еще и ужесточить требования к самому себе, чтобы потом к нему не было вопросов. Да, возможно, будут какие-то нерадивые бизнесмены, которые будут халатно относиться к своим обязанностям, да, как вы говорите, где-то будут нарушаться санитарные нормы, еще что-то. Но они должны понимать, что в последующем все равно за это будет какая-то ответственность, да, как вы говорите, там отравление и так далее. Вообще, мой подход был такой, что не нужно часто проверять бизнес, но если в результате действительно будет доказана вина, допустим, какого-то услугодателя, в результате которого были там какие-то массовые отравления там, или еще что-то, то ответственность должна быть такая, что этот бизнес должен практически разориться. Потому что не должно быть такого, что отсутствие жесткого контроля не должно приводить к безответственности. Если ослабляется контроль, тогда должна ужесточаться ответственность. Потому что по-другому заставить бизнес вести дела правильно, в соответствии там, со всеми правилами, законами и так далее, не будет возможности. Но я сейчас говорю просто вот как со стороны, как человек, да, который вижу. Если говорить с точки зрения, как вы говорили, пандемии, ослабления, ну давайте не забывать. В самое начало пандемии, если вы помните, на очень долгий период вообще бизнес был закрыт. А извините, ну давайте я возьму пример, простой завод. На нем пусть работает 100 человек, машиностроительный. Представьте, несколько месяцев завод не работает. А при всем при этом никто же не освобождал и не говорил, не надо платить зарплату людям. Зарплату платить надо, налоги платить, зарплаты надо. Если ты зарплату не платишь, эти люди уйдут таксистами, кем угодно работать, чтобы кормить свои семьи. Потом заводу придется заново набирать людей, которых он готовил годами, повышал уровень квалификации. То есть после того, как люди разбегутся, собрать их будет, во-первых, невозможно, а создать новую команду уйдут еще, возможно, и годы.
это может привести к тому, что заводы исчезнут и разорятся. Поэтому здесь тоже, я думаю, государство не просто так пошло на то, что объявило мораторий, да, и какие-то послабления дало во время пандемии. Самое важное сейчас хотя бы сохранить на действующем уровне бизнес, чтобы он полностью не развалился. Мы же должны понимать, не будет бизнеса, не будет поступления в бюджет. Не будет поступления в бюджет, не будет возможности выполнять социальные программы перед тем же населением. Да? Поэтому мы все взаимосвязаны в этой цепочке. Если страдает бизнес, то завтра будет страдать соцпрограммы, а соответственно это негативно скажется на населении. Поэтому мы все друг от друга зависим. Часть населения является сотрудниками бизнеса. Им нужно платить зарплату, им нужно кормить своих детей. Поэтому здесь нужно искать какой-то баланс. Я согласен, если есть какие-то нарушения там, антисанитарные, там, люди из-за этого там, их здоровью нанесен вред, да, нужно за это наказывать и очень жестко. Но насколько я знаю, если вы слышали, президент по части бизнеса как бы мораторий сказал, что независимо, если будут нарушения, независимо от моратория осуществлять проверки. То есть я считаю, нарушение каких-либо норм и правил, которые влекут вред жизни и здоровью населения, то здесь принципы моратория не должны действовать. Должна быть проверка. Вот в заключение давайте поговорим о вашем видении нового Казахстана. Вот мы сейчас про президента вы упомянули, он озвучил такую инициативу о создании идеи нового Казахстана, Жаңа Казахстан. Вы в этом новом Казахстане с точки зрения развития бизнеса, что бы хотели видеть? Но все-таки хотелось бы, знаете, вот я всегда говорил, основная, наверное, проблема в том, что государственные органы особо-то не то чтобы не слышат, особо и не хотят слышать бизнес, да, потому что, ну, где-то мы им мешаем принимать какие-то решения. Понятно, у них есть поручения сверху, у них очень много бюрократической работы, они заняты там пустой перепиской и так далее, уходят очень поздно с работы, и они особо не заинтересованы в том, чтобы решать проблемы бизнеса, да, какие-то насущные. Поэтому здесь, наверное, нужно выстроить правильный конструктивный диалог с государственными органами, и нам важно, чтобы нас слышали. Мы же не просто так им пишем письма, да, какие-то там свои заключения и так далее. Не, но они уполномочены решать. Они уполномочены, но это не работает. Вот вся основная проблема в том, что оно не работает. Понимаете, у нас один госорган принимает решение, да, а другие госорганы не высказывают ему замечания, хотя видят, что там что-то такое есть. Потому что они знают, что завтра этот госорган выскажет замечания на их решение, которые они принимают. Поэтому в этой ситуации нужно менять в целом, самое важное, нужно поменять подходы в работе госаппарата. Нужно менять менеджмент в государстве. Должны приходить люди, во-первых, я считаю, что да, наверное, госаппарат нужно сокращать, при этом нужно им поднять зарплаты. Все, что сокращено, все должно пойти на увеличение зарплаты госслужащего. Туда конкурс должен быть на одно место 100 человек минимум. Потому что туда должны приходить спецы, которые понимают, хотя бы те, у кого хотя бы речь поставлена. Но многие даже говорить не умеют. Неважно на каком языке, но ни на одном языке они не могут изъясняться. Они могут быть умными, но у них речь не поставлена. И они не могут донести свою мысль до населения, до бизнеса. Их не понимают, их начинают потом ругать, начинают писать там что-то, какие-то гадости в соцсетях. Они на это все реагируют нервно. Тратят опять свое время на то, чтобы опровержение на это написать, там, на эти соцсети. Вместо того, чтобы просто работать, не обращать внимания на какие-то вещи и выходить четко и внятно объяснять людям, что они делают и зачем. Эти программы, их нужно все моделировать. Вот я как говорил, они говорят, мы вам обработки будем субсидировать там ставку 10% субсидируем, в итоге вы будете иметь 5%. Ну извините, но изначально мы же должны заплатить, исходя из 15% годовых. И только потом мы, доказав, что мы заплатили, получим свои 10, вернем. Но это же нагрузка, когда ты платишь 15, это получается, ты все равно закладываешь себестоимость продукции. Ты же должен продать ее, чтобы заплатить эти 15% годовых. При этом, что они гарантированно 10 субсидируют, то есть тем самым мы даем
стабильный доход банку 15% годовых, а выдержит и выживет ли бизнес, мы еще не знаем. Поэтому не проще ли было просто изначально сказать: банк, ты можешь взять только 5 себе, и больше ты не можешь взять. Или вообще ты не платишь никаких процентов, просто берешь в банке кредит, занимаешься и возвращаешь только ровно столько, сколько взял, а мы банку гарантированно платим 5% сверху и гарантируем ему доход за то, что он вкладывает деньги в оборот. Многое нужно менять. Да? Вот мы говорим, самое важное выстроить правильный диалог. Если мы действительно хотим в стране что-то поменять, мы должны понимать, что без населения бизнес существовать не будет, потому что население — это основной потребитель, да? Ну и мы там друг у друга. Без, так скажем, промышленности не будет сервис, без сервиса там не будет еще чего-то. Мы все взаимосвязаны. Без госаппарата будет хаос, анархия, мы не будем знать, как правильно, по каким правилам жить. Поэтому нужно рассматривать в целом как живой, целый такой цикличный организм, да, государство, потребитель и бизнес. И нужно правильно выстроить, как правило, так скажем, правила игры, я всегда говорю, да, как этот принимает решение, чтобы он смотрел баланс, на ком скажется. Какой-то бизнес нужно, чтобы перевешивал интерес потребителя, в каком-то бизнесе надо, чтобы интересы бизнеса перевешивали. Либо взять два бизнеса, кого защищать, кого не защищать. Но надо исходить из интересов государства, я согласен. Но при этом нужно принимать решения, которые не уничтожат этот бизнес. В общем, проблем накопилось на сегодняшний день очень много, да, на самом деле, которые нужно решать. То, что говорят там 400, их оптимизировали, 250 вопросов, на самом деле их тысячи этих вопросов. И они могут быть очень мелкими, но пока мы не решим эту мелочь, оно будет всегда как бы не давать возможность принять глобальные решения. Поэтому, если мы хотим построить новый Казахстан, нам сначала нужно выстроить диалог между всеми, да, так скажем, участниками всего этого бизнес-процесса: власть, бизнес, потребитель. И выстроить его так, чтобы интересы всех были защищены. И любое решение нужно принимать, моделировать, на ком как негативно отразится. Просчитывать экономику и только потом принимать решения. Мы часто принимаем решения, исходя из поручений сверху, не оглядываясь на то, как это потом отразится. Нужно уметь приходить наверх и объяснять на самый верх, к чему это может привести, и предлагать альтернативные решения. В конце концов, глава государства же, у него же не стоит цель уничтожать что-то, он же хочет, чтобы развивалась страна, поэтому до него нужно доносить правильные решения. И он должен взвешенно принимать решения. Но для этого нужно преподнести это все проработанные, со всеми, так скажем, выкладками, да, плюсы и минусы, различные решения, чтобы он мог сказать: вот это решение будет самым оптимальным, я беру ответственность за это решение. И потом его исполнять. И вот в конце такой вопрос на засыпку. Если чиновники за 30 лет так и не смогли, которые возглавляли Министерство индустрии, инфраструктурного развития, так и не смогли перезапустить и дать новый импульс для развития обрабатывающей промышленности и различных индустрий, легкой и другой, то, может быть, стоит из бизнеса пригласить людей, которые вообще понимают эту экономику, понимают микро, макро вещи, которые вообще понимают, как устроен бизнес, на госуправление, сделать там, допустим, предпринимателя министром, и, соответственно, придет новая какая-то кровь, которая позволит реформировать индустрии и сделать перезагрузку. Ну, знаете, где-то можно отчасти согласиться. Что касаемо, давайте я тогда так скажу, что касаемо Министерства индустрии, я считаю, его нужно разделить и промышленность выделить. То есть это наша позиция, нам нужно свое Министерство промышленности. Ну, максимум Министерство промышленности и торговли. Да, если, допустим, создать по аналогии, как хотя бы в Российской Федерации, это будет мощное министерство, которое будет диктовать политику, а все отрасли будут подстраиваться под эту промышленность, да, и развиваться. Это будет правильно. А развивать, когда у тебя маленький комитет индустриального развития, ну, скажем, компром маленький, да, там пусть будет 10, там 15, ну, может 20 человек,
которые де-факто там разбиты еще по каждому отраслям, и, грубо говоря, на каждую отрасль максимум 2 человека, ничего развивать невозможно. Нужно создать нормальное министерство промышленности, если мы реально хотим поднимать промышленность. Об этом мы не раз заявляли, и, надеюсь, глава государства все-таки нас услышит и создаст это министерство, нормально его укомплектует, и действительно мы будем его развивать. Что касаемо людей из бизнеса. С одной стороны правильно, с другой стороны есть риск. Человек, который всю жизнь занимался бизнесом и знает, как его четко строить, у него мозг уже настроен на извлечение прибыли. И когда он становится высокопоставленным чиновником, вполне возможно, что он будет лоббировать и менять правила игры под то, чтобы именно развивался его бизнес. И тогда будут страдать другие отрасли. Я предполагаю. Я не говорю, что именно так и будет. Не, ну, но если это человек возможно. уже, который накопил капитал. Вы знаете, я скажу так. Да, действительно нужны компетентные люди, возможно, из бизнеса и так далее. Но при всем при этом нужны люди, так можно сказать, патриотичные люди, которым не безинтересна судьба страны, которые думают о том, в какой стране будут жить их дети, внуки, которые будут всю жизнь, так скажем, которые будут работая, только переживать о том, как будет развиваться его страна. Ну, то есть нужны патриоты, патриотично настроенные. Да, действительно, в бизнесе очень много людей, которые состоялись, материально они полностью обеспечены и могли бы уделить свое время, допустим, так скажем, работая на общество, да, на общее благо государства. Ну, возьмите ситуацию, Раимбек Баталов, у него свой бизнес, он успешный человек, бизнесмен, он же согласился пойти на общественную работу и взять на себя сейчас большой груз, провести трансформацию и в дальнейшем развивать палату, да. Это тоже общественная работа, он за это не будет получать денег, но он готов идти на это и работать открыто. Я считаю, что да, если будет больше таких людей, и действительно, если их будет приглашать на работу в госорганы, наверное, что-то изменится. Но помимо этого, нужно в госорганах сокращать вот эту всю излишнюю бюрократию. Ее так много, что люди, приходя туда, слишком много времени тратят на простую переписку бумажную, но никак не на реальное развитие отраслей. Поэтому здесь тоже нужно смотреть. Да, действительно, если люди от бизнеса придут, во все госорганы, может быть, они оптимизируют все бизнес-процессы и сократят вот эту лишнюю, так скажем, бюрократию. И тогда, я надеюсь, все поменяется. Спасибо большое. Я думаю, у нас получилось хорошее интервью. Спасибо вам за приглашение. Спасибо.